Здравствуйте, мои дорогие! Байрай! Сегодня мы вам расскажем осетинскую сказку. Называется она «Два подарка». В одном селении, кто знает в каком, жили, кто знает когда, два человека, два соседа – Ахсар да Аслан. Ахсар был человек добрый, работящий. Как встанет рано утром, так сейчас и за работу. И работает, не покладая рук, до позднего вечера. Если о помощи его кто попросит, он не откажет, последним поделится. Аслан был человек расчетливый, хитрый и жадный. Сам он работать не любил, а всегда норовил, чтобы за него трудились другие. И думал он только об одном – как бы побольше всего захватить да разбогатеть. Сосед дорогой, привези мне дров. Сосед дорогой, помоги мне починить сарай. Нельзя не помочь соседу. Отложит Ахсар свои дела, пойдет к Аслану, а богач и не подумает отблагодарить его. Куда там? Он над каждой монеткой дрожал, над каждым куском трясся. Так они и жили год за годом, так бы и прожили всю жизнь, если бы не случилось одно диковинное событие. Как-то раз в холодный осенний день отправился беднят Ахсар в лес за дровами. Вдруг слышит, где-то жалобно пищит птичка, совсем маленькая. Смотрит, сидит птичка с переломанным крылом. Вся дрожит от холода. Взял ее Ахсар и сказал: пусть тому, кто переломал тебе крыло, счастья в жизни не будет. Теперь бы ты уже летал в теплых краях и радовалась. Приехал Ахсар домой и вместе с женой осторожно перевязал птичке сломанное крыло. Положил перед ней корму и сказал: не горюй, не погибнешь, а весной полетишь куда захочешь. Всю зиму Ахсар и его жена ухаживали за больной птичкой, как за своим любимым ребенком. И к весне она совсем поправилась. Когда вернулись из теплых краев птицы, Ахсар вынес птичку из своей хижины и отпустил ее на волю. Взвелась она и защебетала, а потом спустилась и стала лепить гнездо под кровлей Ахсаровой хижины. И Ахсар, и его жена глядят на гнездо, радуются, будто драгоценную награду за свою заботу получили. Осенью, когда наступила пора улетать в теплые края, птичка громко защебетала, словно прощаясь с добрыми людьми, и улетела. Прилетит ли она к нам будущей весной, думает Ахсар и его жена. Вспомнит ли о нас? Не забыла их птичка. Как только наступила весна, она прилетела прямо к своему гнезду и весело защебетала. Услышали ее голос бедняки, вышли и говорят: прилетела наша птичка, не забыла нас. А она взлетела над ними и бросила к их ногам какое-то зерно. Поднял Ахсар зерно, положил на ладонь, рассмотрел и говорит жене: посмотри, какое зерно, я никогда таких не видел. Давай посадим его в землю, говорит жена, и посмотрим, что вырастет. Посадили они зерно и стали ждать. Недолго лежало зерно в земле, скоро оно пустило росток, развернулись широкие листья, поползла по земле плеть, расцвел невиданный цветок, и появилась круглая тыква. Стала эта тыква расти и выросла такая большая, что отовсюду собирались люди, смотрели на нее и дивились. Пришел и богатый сосед Аслан, посмотрел на тыкву и говорит: ты, сосед, непременно дай мне семян от этой тыквы. Я хочу, чтобы у меня на огороде такие большие тыквы росли. Когда тыква созрела, она была очень тяжелая. Хотел Ахсар разрезать диковинную тыкву, да не смог. Погнулся нож. Принес топор, ударил, сломался топор. Что делать, думает Ахсар.
Вдруг диковинная тыква раскрылась сама собою, и посыпались из нее золотые монеты. Услышал об этом Аслан. Прибежал к Ахсару во двор и кричит: «Где? Где золото? Покажите скорее!» А как увидел груду золота, весь позеленел от зависти, зеленее травы стал. Принялся он сладким голосом. Выспрашивает Ахсар: «Скажи, дорогой сосед, будь другом, где ты взял такое чудесное семя?» Ахсару что? Он человек правдивый, честный, рассказал все, как было. От кого он это чудесное семечко получил. Выбежал с его двора Аслан, бросился разыскивать птичек, смотрит, сидят, весело щебечут, в теплые края собираются. Подкрался Аслан, поднял камень, изловчился и запустил в них. Улетели с криком птички, а одна с перебитым крылом осталась. Схватил его Аслан, зажал в кулак и принес домой. Перевязал Аслан наскоро птички крыло и посадил в клетку. Всю зиму он кормил ее, и то и дело говорил: «Скорее бы весна наступила». К весне птичка выздоровела, крыло у нее зажило, а когда Аслан выпустил ее, взвелась она под облака и улетела. Поднял голову Аслан, смотрит и думает: не напрасно ли я с ней всю зиму провозился? Может быть, она никогда больше и не прилетит ко мне. Прошло лето, прошла осень, опять наступила зима. Ждет жадный Аслан, не дождется, когда придет весна, и птичка подарок ему привезет. Ну вот, наконец, наступила весна. Целыми днями Аслан на небо смотрит, не летит ли птичка. Чуть шею себе не вывихнул совсем. Однажды, слышит Аслан, защебетала на него головой птичка. Содрожал он от радости, подставил руку и кричит: «Кидай, кидай скорей!» Бросила птичка зерно, схватил его Аслан и сейчас же закопал, и дном и ночью сторожил Аслан грядку. А когда цветок осыпался и появилась тыква, даже постель свою принес сюда, стал спать на грядке. Глядит он, как растет тыква, радуется, шепчет: «Побольше, побольше вырасти, вдвое, втрое, больше, чем у Ахсара вырасти». Росла, росла тыква, наконец выросла, созрела, пожелтела, можно ее снимать. Ночью, когда люди улеглись спать, кликнул Аслан своих работников, приказал вкатить тыкву в дом. Так, думает, лучше будет. Не удастся нашим зевакам узнать, сколько у меня золота, а то еще будут взаймы просить. Он запер дверь, сел возле тыквы и стал ждать, когда она раскроется. Сидит, трясется от нетерпения, а сам думает: самый богатый я теперь буду. Не стану, как этот глупец Ахсар, направо-налево раздавать свое золото. Вдруг качнулась огромная тыква, послышался громкий треск. Раскрылась она. Только посыпались из тыквы не золотые монеты, а выползли черные змеи. Накинулись они на жадного Аслана и давай его кусать. Закричал Аслан, стал звать на помощь, только никто его не услышал. Недаром есть пословица: какова жизнь, такова и кончина. Вот так и закончилась эта сказка. Я с вами прощаюсь. До новой сказки.